Добрый вечер. На ТНВ новости в студии Альбина Асылгараева. Вот о чем расскажем прямо сейчас. Рискуют жизнью ради хобби. Лед рыхлый. Страшно выходить на такой лед? Ну, еще пожить охота. Почему татарстанские спасатели советуют завязывать зимней рыбалкой, знает Сергей Хайдаров. Держи деньги в тепле. Очень завышены цены. Жители Буинска переводят на индивидуальное отопление. По каким ценам, узнавал Рамиль Шайдулин. Богом забытый двор. Ходить здесь невозможно. Вы видели, что тут летом, весной и осенью творится. Асфальта возле дома по улице Ямашева нет больше 10 лет. Почему жителям отказывают в ремонте дороги? Разбиралась Зарина Ахметова. Проверка на цвет, запах и, конечно, вкус. Мы сегодня отобрали 10 наименований пельменей, но не скажу, что они все без замечаний. На что обращать внимание при покупке пельменей, знает Рамиль Галиуллин. Сегодня весь мир потряс теракт в Новой Зеландии. Вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд и устроили стрельбу. По последним данным ТАСС, в результате теракта погибли 49 человек. Десятки раненых доставлены в больницы. В мечетях Татарстана сегодня днем и вечером читают молитвы в память о жертвах этой трагедии. С таким призывом к верующим обратился муфти республики. Чтобы система социальных лифтов работала, а молодые управленцы могли учиться у опытных коллег. Сегодня Рустам Минниханов стал наставником на конкурсе «Лидер России» в Сочи. В этом году в финале 300 участников, 4 татарстанцы. Что им даст самый масштабный кадровый проект страны? Ленар Гинатуллин. Оценивается не как все это отразилось на качестве жизни, на привлекательности этой территории, а оценивается финансовыми параметрами. Сейчас их 300, хотя сначала было почти 200 тысяч. Речь о финалистах конкурса «Лидеры России». Сегодня оказаться за одним столом, да еще и обсудить интересующие вопросы с президентом Татарстана могут лучшие управленцы страны. На общение с наставником всего час от нашей республики Сочи отправились 4 финалиста. Прошел первый этап. Это несколько командных игр, были кейсы от наставников, это и из числа губернаторов, и представителей бизнеса, и министров. То есть каждый пришел с задачей, которая у них была, с их повесткой, и кейсы были совершенно разные, на разные отрасли, экономики, социальной сферы, бизнеса. Суть заданий и содержание вопросов нам не рассказывают, запрещено условиями конкурса. Известно только, что там социальные проекты, которые нужно развить и довести до ума. Как раз в этом им помогают опытные наставники. Это надо заранее закладывать. Люди пришли, обязательно где-то туалет должен быть, обязательно где-то перекусить, воды попить, может быть, прокат какой-то должен быть. Конкурс должен работать как социальный лифт, говорят организаторы. Победители войдут в программу кадрового резерва страны. Очень интересно общаться, обсуждать, делиться опытом, придумывать идеи по совместной реализации. Уже прошел ряд мастер-классов от Германа Оскаровича, от Сергея Владиленовича. Прошли встречи с наставниками. Наставники показывают высокую заинтересованность в участниках, предлагают совместные пути по дальнейшему взаимодействию. Имена победителей конкурса «Лидер России» мы узнаем уже через 2 дня. Он завершится 17 марта. Ленар Гинатуллин, Сергей Хайдаров, ТНВ, Сочи. Когда хобби опасно для жизни, 3 человека ушли под лед и погибли, 28 удалось спасти. Такова статистика МЧС за этот год. Рыбаки идут на водоемы, несмотря на то, что уже появились трещины и промоины. Сейчас спасатели держат под контролем 97 мест ловли рыбы по всей республике. Почему каждая весенняя рыбалка может стать последней? Сергей Хайдаров. Увидел нормально белый свет, сознательно. Так вот в жизни удочки взял. 60 лет. Нет, это не возраст Рифа Ярулина, столько он рыбачит. На Казанке ловил рыбу еще будучи мальчишкой. Говорит, в зимний есть что-то особенное и притягательное. Но сейчас март, солнце, лед все тоньше, поэтому выходить на него с каждым днем все опасней. Опасное место вдоль берега. Там быстрее промоины появляются. Бывает период, что переходить с основного льда на берег становится очень опасным. Что опасно, а что нет, рыбаки решают, исходя из опыта. А иногда даже просто на глаз. К примеру, бур уходит глубоко, значит, лед еще толстый. Таких рыбацких советов мы услышали немало. Где-то до конца марта, начала апреля. Потом уже лед рыхлый. Страшно выходить на такой лед? Ну, еще пожить охота. Я говорю, есть. Они говорят, что? Я говорю, ножик. А зачем ножик? А вот так взял, вот так вот.
и есть во что держаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В общем, огромное количество рыбаков сейчас находится на реке Казанки. И, видимо, ранняя весна – это их любимый период. Если обратите внимание, буквально в непосредственной близости от них структура льда нарушена. Его там просто нет. Это представляет большую опасность, но рыбаков это, видимо, не смущает. А это уже челны. На первый взгляд лед здесь еще крепкий, но это обманчиво. Все дело в ГЭС, которая сбрасывает в реку лишнюю воду. Так, в прошлом году сброса откололи кусок льдины, на которой остались 5 человек. 2 рыбаков спасти так и не удалось. Ежедневно данная структура, она меняется под воздействием солнца, под воздействием воды, течений. И поэтому настоятельно рекомендуем завершить зимнюю рыбалку. МЧС предупреждает, а вот рыбаки все чаще игнорируют. Поэтому в Госдуме уже начали разрабатывать законопроект, согласно которому любители экстремальной рыбалки сами должны будут оплатить собственное спасение, то есть покрыть затраты. Другие меры, как показывает практика, просто не действуют. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Не сошлись в цене. Жители Буинска не согласны с суммой, которую им выставили за переход на индивидуальное отопление. Стоимость работы и оборудования больше 100 тысяч рублей. Хотя, говорят, есть бесплатная альтернатива, и она рядом – работающая городская котельная. Условия перехода изучил Рамиль Шайдуллин. Смотрите, я куда буду вешать котел? Котлы 3 раза дорого, чем в магазине. Кухня 3×5, и это не самая маленькая в этом квартале. Квартира Дерданы Юсуповой одна из 617 попавших под переход на индивидуальное отопление. А значит, у них появятся котлы и другое оборудование. У нас в котельне устраивало, нормально было. Не знаю, за что сейчас это так делают. Десятилетиями их дома питались вот от этой котельной, но, судя по извещениям, теперь их от нее отключат. С сентября жители должны будут устанавливать котлы индивидуального отопления. Цены для многих на них непосильные. Очень завышены цены. И на котлы, и на это, как его, на монтаж, на все. Ну, можно же как-то, наверное. У нас здесь в основном все пенсионеры. Жильцы 20 домов по улице Арефьева получили извещение с суммой. Так, индивидуалка им обойдется от 114 тысяч и выше. Сюда входят и работы, и само оборудование. Газовый счетчик, сигнализаторы, загазованность 56 тысяч. Вот это только газовый счетчик. Когда в магазине он не дороже 4 тысяч. Если у человека есть желание установить другие котлы, никто этому не противится. Пожалуйста, любой может купить с паспортом новый котел, и мы его установим. Как нам объяснили в исполкоме, переход на индивидуальное отопление – это коллективные решения. На руках есть заявление от всех жителей домов по Арефьево. Поэтому в этом году они и вошли в госпрограмму, пояснили в фонде газификации. На деле это будет недорого. Оборудование и работы жители оплатят в рассрочку. Так было и в Урусу, где весь поселок перешел на котлы. В среднем в месяц они платят по 1200 рублей. После окончания работ это уже как бы сумма уточняется. И эта сумма будет поделена на 84 месяца. И независимо от того, какая ситуация, будет каждый месяц приходить квитанция с одной и той же суммы. А вот котельную и вправду отключат. По словам районных властей, сегодня она загружена меньше, чем наполовину и работает в убыток. Причина – многие на Арефьево самостоятельно перешли на котлы. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, Альбина Салгараева, Данил Филатов, ТНВ, Буинский район, Казань. Почти 40 лет дорога без ремонта, есть и такое в Казани. С просьбой о помощи и криком души, как они сами написали в письме, к нам обратились жители дома по улице Ямашева, 88. Асфальт здесь разбит настолько, что каждую весну дорога превращается в реку. При этом тротуара, чтобы обойти лужи, тоже нет. Почему двор не включают в программу капремонта, разбиралась Зарина Ахметова. Ездить очень неудобно. Но про дорогу в таком состоянии Ирина Ханова говорит, это еще шикарные условия. Сейчас колдобина закрывает лед. Но вот во что превратится она буквально через несколько недель. Не двор, а Венеция. Ходить здесь невозможно. Вы бы видели, что тут летом, весной и осенью творится. В этом доме на Ямашева, 88, Ирина живет с рождения. За это время ремонта не было ни разу. Об этом говорят и соседи. Когда заехали, у нас здесь была нормальная дорога. Сейчас же вот начнет таять. Вот сегодня, как назло, мороз. У нас в ту сторону вообще пройти нельзя. У меня муж лежал 18 лет, колясочником был. Мы дома сидели, не могли выходить из дома.
А вот так обстоят дела уже с внешней стороны дома. Здесь тротуара тоже нет, зато есть огромная лужа, больше напоминающая озеро. Идти приходится только по краю. Одно неловкое движение, рискуешь оказаться в воде. Такая же обстановка царит и в соседнем дворе. О проблеме писали и в управляющую компанию, и в администрацию города. Ответ один. Это не наше дело, денег у нас нет. Так что разбирайтесь сами. Кто же должен ремонтировать эту дорогу? За разъяснениями мы обратились к эксперту. Если мы говорим про внутриквартальные проезды и в целом ремонт дороги, то управляющая компания за это не отвечает. Реализация именно ремонта дорожного покрытия во дворах осуществляется либо по программам президента Республики Татарстан, это порядка 100 многоквартирных домов, либо это за счет средств собственников многоквартирного дома. Больше никак. Такой вариант скинуться самим на ремонт жителям предлагали и в письме. Собственники жилых помещений на общем собрании могут принять решение о благоустройстве территорий. На такое собственники абсолютно не согласны. В администрации района говорят, что в этом году ремонт дороги на Имашева-88 вновь не запланирован. Этот двор будем рассматривать на следующий год, либо на 2021. Потому что программа уже сейчас сформирована, ее изменить мы уже никак не можем. Перенесут ли ремонт на следующий год или это затянется на несколько лет, жители ждать уже не могут. В ближайшее время они собираются обратиться к президенту и депутатам республики. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Предлагали, как сделать лучше. Сегодня в Госсовете Республики обсуждали тарифы на общественный транспорт. Встречу организовала фракция КПРФ. Пригласили студентов, руководство министерств и вузов. Говорили о калькуляции тарифа, расценках и в других городах и о мерах поддержки в нашей республике. Напомним, в этом году в Татарстане перестал действовать льготный проездной билет на 50 поездок стоимостью 750 рублей. Руководством республики было принято решение расширить финансирование грантовой помощи студентам с 30 до 60 миллионов рублей. Возникла необходимость, чтобы мы все-таки ответственные органы власти, представители вузов и студенты могли вот в таком режиме диалога обсудить этот вопрос, и мы вышли на рекомендации. Каждый пятый проект в России, который попадает на стол госэкспертизы, с ошибкой. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Игорь Манылов. Он в Казани провел совещание на тему проектных документаций в области охраны окружающей среды. Как отметил федеральный гость, Татарстан активно развивается, и здесь есть чему поучиться. Я вижу, цитата, что здесь каждый руководитель на своем месте старается в динамике развиваться, осваивать новые направления, получать знания и информацию, подчеркнул начальник глав госэкспертизы. Сегодня коллективу фонда соцстраха Алексей Песошин представил нового управляющего региональным отделением. Им стал Павел Лоханов. Напомним, должность стала вакантной в декабре прошлого года. Пост покинул Рамиль Гизатуллин. Премьер-министр обозначил задачу перед новым руководителем. Нужно особое внимание уделить цифровому обеспечению. Алексей Песошин отметил и положительную работу отделения по охране труда. Я тоже не могу сказать об охране труда и травматизме. У нас есть положительная динамика. То есть смертельные случаи там, за 2018 год снизились на 9%. Но здесь нужно всегда помнить, что только профилактической работой и только постоянным вниманием к этому вопросу можно достигать той положительной динамики. Его сердце не остановилось. Хирурги МКДЦ провели успешную операцию по пересадке донорского сердца. Такая трансплантация считается одной из самых сложных и редких. Сколько таких пересадок было проведено в МКДЦ и как сегодня живут спасенные пациенты? Рамиль Шайдуллин. Легочная незначительная. Ровное дыхание, ясный взгляд, отчетливый пульс. О том, что в груди Сирина Авзалова бьется не родное сердце, скажет разве что еле заметный шрам. Но еще 2 года назад он тяжело дышал и к своим 39 с трудом мог стоять на ногах. А дышка еще сильнее была. И мы поехали в МКДЦ на обследование. И мне уже сказали, что нужна пересадка сердца. Хирурги решились на операцию после вердикта, что другими средствами уже не спасти. У Сирины была сердечная недостаточность последней степени. Болеет сама мышца, теряет сократительную способность. Вот тогда единственным методом остается трансплантация сердца. Сама операция длится несколько часов, причем пару из них сердце может быть отключено. Чтобы нормально функционировали остальные органы, работает специальная система искусственного кровообращения. По словам хирургов, в МКДЦ таких трансплантаций было 6. В них всегда задействованы сразу 2 бригады медиков. Одна забирает донорское сердце, другая начинает операцию. Тут очень важна координация, потому что необходимо одновременно извлечь орган из
донора и извлечь орган из реципиента. Сердце донора и сам оперируемый находятся в разных медицинских учреждениях. Операция длится до 8 часов. После примерно 1,5 месяца на восстановление. Сейчас бы не было, наверное, если бы не эта операция. Сегодня Сирин продолжает жить, воспитывать дочерей. Кто подарил ему свое сердце, тайна, но спасенный уверен, что человеком он был хорошим. Ведь и сам Сирин стал намного больше любить эту жизнь. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Печатные технологии и производство. Бумагу загружаем, запускаем. Под натиском все это проходит. Как на Казанской площадке готовят специалистов для всей страны, расскажет Салават Мухаммадуллян. Они лучшие учителя в республике. Для меня учитель года, любящий детей. Какой он учитель года, знает Вероника Гайнутдинова. Татарстану и Узбекистану следует искать новые формы сотрудничества. Об этом заявил сегодня Фарид Мухаммедшин на встрече с генеральным консулом Узбекистана в Казани Фридином Насриевым. По его мнению, необходимо обратить внимание на развитие торгово-экономических связей. В прошлом году товарооборот между нашими республиками составил $146 миллионов. Кроме того, в Узбекистане проживает более 300 тысяч татар. Они готовят будущих чемпионов WorldSkills и печатают на всю страну. Сегодня в издательстве «Идель Пресс» день открытых дверей. Как работает печатная долина, могли увидеть казанские школьники. За сутки здесь печатают продукцию на 4 миллиона рублей. Параллельно типография и тренировочная база для молодых профессионалов. О рабочей профессии и ее романтике Салават Мухаммадуллин. Это большой принтер. Звучит просто, но работает с ним чуть ли не бригада, как они себя называют, печатников. Подготовить форму, бумагу, загрузить ее, следить за краской и проверить страницы книги. Все это компетенция Александра Кашпова. В этой сфере он уже 12 лет. Опытом делится с участниками чемпионатов WorldSkills. Творческая профессия. Всегда какие-то нюансы, всегда все это интересно, не стоит на месте. Плюс, техника и краска, бумага, не знаю, нравится. Тут получается и гуманитарные науки, да, и технические. Да. Этим самым все верно. Еще резко, фальцовка, подборка – это брошюровочно-переплетный цех. Поднимаемся чуть выше, здесь уже делают книги. Книги-то сами читаете, которые? Конечно. Бывает иногда, да? Все читаем, и ошибку ведь надо еще найти. Сегодня среди тонны бумаг и десятков машин школьники. В типографии открытый день. Хотя чаще здесь гостят студенты. В этих стенах готовят чемпионов WorldSkills. Практика на производстве, победы на чемпионатах. Хорошо понимать механику, электрику. При этом большая часть проблем, которые возникают в машине, отражаются на компьютере. Значит, ты должен знать и эту программу. Должны оценить для каких-то внешних дефектов на листе. Дается 10-12 минут. И результаты этой работы оценивают по всей стране. За сутки производим от 3,5 миллиона до 4 миллионов рублей товарную продукцию с НДС. И снижать объемы здесь не собираются, а значит и рабочая профессия печатника будет оставаться в тренде. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Как помочь конкурсанту справиться со стрессом, что делать, если из строя вышло оборудование и как соблюсти все правила. Сегодня всему этому обучают в Казани более 1000 экспертов-компатриотов национального WorldSkills. Это бывшие победители известного чемпионата молодых профессионалов. Площадкой для подготовки стал колледж малого бизнеса. Научиться работать с документами и выходить из сложных ситуаций на самих чемпионатах, поднимать достоинство республики. Несмотря на то, что у тебя есть большой опыт, все равно возникает много вопросов. И это полезно тем, что многие эксперты здесь собираемся и помогаем друг другу. Я его слепила из того, что было. Сегодня в госалкогольинспекции выясняли, из чего же сделаны пельмени. Во Всемирный день защиты прав потребителей на пробу взяли 10 образцов, в том числе один татарстанский. На что стоит обращать внимание при покупке самого популярного полуфабриката, знает Рамиль Галиуллин. Это что такое? Пельмени. Да это ж равиоли. Ну это же... пельмени? Равиоли, хачапури, хинкали, вареники. Изделия, похожие на русские пельмени, можно встретить во всех кухнях мира.
Сегодня на суд экспертов 10 образцов. Одинаковые на вид, они все разные по содержанию и по вкусу. Ну, третий, да, самый он такой, как по всем показателям. Вот у меня, видите, практически одни пятерки. Бульон внутри сочный, тесто тонкое. Мне понравился номер 3. Почему? Потому что тесто тонкое и консистенция фарша плотная. На тарелках пельмени как местные, так и из других регионов. Все прошли лабораторные испытания. Сегодняшнее меню дегустаторы оценивают не только по вкусовым характеристикам. Все эксперты получают вот такой дегустационный лист, куда они записывают свои впечатления от попробованных образцов. Кроме этого, им выдается список требований, которым должны соответствовать пельмени. Например, здесь есть такие показатели, как внешний вид, цвет, аромат и, конечно, вкус. По результатам соцопроса, пельмени – самый популярный полуфабрикат. Оттого и хитрости, к которым прибегают производители, стало больше. Поэтому при выборе товара специалисты советуют обращать внимание на следующее. Вот, видите, трещины такие. Это уже не говорит, что пельмени хорошие. Они при варке, конечно, потеряют внешний вид. Да? То есть вот уже изначально, вот сейчас прозрачная упаковка дает возможность ознакомиться, да? Чтобы пельмени были не деформированы, не мяты, не прилипшие друг к другу. Цвет теста, конечно, должен быть соответствующий, какой-то там темно-серый. По итогам дегустации среди русских пельменей эксперты лучшим признали образцы самарского производителя. Среди домашних первое место у торговой марки из Ленинградской области. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 2000 участников и только один лучший. В Казани сегодня выбрали учителя года республики. В финале 66 педагогов, но только один из них представит Татарстан на всероссийском конкурсе. Кто знает, Вероника Гайнудинова. Номинация «Педагогический дебют». В школе всего 1,5 года, но дебют удался. Анна Мифтахова в Челнах преподает русский язык. Сегодня она лучшая среди самых юных учителей. За этот небольшой период конкурсного испытания я выросла и познакомилась с потрясающими людьми, которые стали для меня настоящей поддержкой и опорой. И благодаря им я уже формируюсь как настоящий учитель. Педсовет, мастер-класс, проведение урока, свой проект. Испытаний для учителей немало. В этом году в Татарстане впервые попробовали и новые конкурсы. Педагоги провели внеурочные мероприятия, написали сочинения, рассуждения и создали свой цифровой ресурс. Когда работаешь с детьми, своими детьми, привыкшими детьми, да, привыкшая аудитория, это легко. То есть это ты любишь. А когда уже надо показать себя другим, кто тебя оценивает, это уже тяжело себя перебороть. Очень креативно, очень творчески подходят. Никто не пытается разрушить то, что было, и говорить, что вот сегодня вот это будет. Все стараемся строить на базе и на фундаменте того, что было наработано до нас, но с учетом веяния времени, с учетом вот, цифровизации образования. Учитель года 2019 становится... Наиль Мирсаитов преподает биологию уже 6 лет, но на его уроках ее изучают только на английском. После университета работать вернулся в свой же второй лицей-интернат в Казани. Уверен, разгадал секрет лучшего учителя. Быть постоянно наравне с детьми. Потому что дети, они постоянно используют новые технологии, им интересны многие направления жизни. Учитель также развивается параллельно вместе с детьми, и это позволяет выстраивать гармоничные отношения. За победу в конкурсе 400 тысяч рублей. Дальше Наиль Мирсаитов будет бороться за звание лучшего учителя России. Его определят осенью. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. История в одном экспонате. Сегодня в Казани открылась выставка «Шествие золотого человека» по музею мира. Она из Казахстана. Вышивка, декор, ордена и украшения. Алина Мусина увидела всю эту красоту. Колорит передает все, от музыки, костюмов до самих экспонатов. На выставке «История во всей ее красоте» – это находки эпохи Железного века. Вот таким он был в Казахстане. Любовь к прекрасному, как говорят здесь, была уже тогда. Это выставка о том, что будущее невозможно без взглядов в прошлое. Это выставка о том, что кем бы мы ни были, на каком бы пути развития мы ни находились с вами, мы всегда должны помнить о тех корнях. В прошлом году мы посетили 6 стран больших. Начали с Москвы, как бы это самый ближний сосед. И дальше пошло у нас Москва, Китай. Главный экспонат «Золотой человек». Он символ единения. В нем сочетаются подземный, надземный и реальный мир. А каждый элемент несет в себе особый смысл. Именно поэтому он стал символом казахстанского народа. А элементы костюма – частью герба республики.
От пола до потолка все история. На выставке, кроме предметов быта, можно увидеть украшения, нашивки и даже переносное жилище кочевника. Юрта по праву считается самым главным изобретением кочевников. Каркасом из деревянного и войлочного материала занимались профессионалы, а внутренней частью занималась женщина. Вышивка, тканые узоры, а также ковры – все это символизировало богатство кочевников. Всего здесь 127 экспонатов из Национального музея Казахстана. На миг перенестись в степь смог сегодня каждый желающий. В принципе, выставка очень интересная. Я сама родом из Казахстана, поэтому для меня это еще одна лишняя возможность окунуться в историю своей родины. Нам очень все понравилось. Услышать историю золотого человека татарстанцы смогут до 15 апреля. Алина Мусина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Бердыев против Ростова, Кафанов против Рубина. Два тренера сразятся против своих бывших команд в российской премьер-лиге. Завтра на стадионе Казань-Арена пройдет необычный матч двух принципиальных соперников. Тренировка Рубина началась с приятного знакомства. В этот раз посмотреть на занятия игроков пришли особенные дети, которые всегда наблюдают за успехами родной команды. Теперь им предоставилась возможность увидеть кумиров своими глазами. Дальше все по классике. Легкая пробежка, игра с мячом и детальный разбор техники соперника. В предыдущей тренировке команда потеряла одного бойца, Артура Сагитова. Игра против Ростова пройдет завтра на стадионе Казань-Арена. Начало встречи в 16:30. Напомним, что соперников друг от друга в турнирной таблице разделяют всего 2 очка. В обычном режиме готовимся, но, к сожалению, Сагитов не сможет. Перелом, перенос в тренировке. Сейчас поедет в Испанию делать маску. И насколько быстро это все это будет сделано. Но, к сожалению, все остальные готовятся. Сборная России завоевала первое место командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Астане. В составе победителей татарстанец Владислав Артемьев. Кроме него чемпионами стали Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Сергей Корякин и Ян Непомнящий. Наша команда выиграла мировое первенство за тур до его окончания. Россияне одержали 6 побед и дважды сыграли в ничью. В предпоследнем 8-м туре россияне обыграли команду Швеции и досрочно победили в турнире, получив 14 очков. У идущих следом сборной Англии и Индии по 11 очков. Суперкубок России и Кубок России по хоккею на траве среди мужских и женских команд пройдут в Казани. Такое решение было принято на исполкоме Федерации хоккея на траве России, проведенного в Санкт-Петербурге. Суперкубок будет разыгран впервые. За новый трофей будут бороться победитель чемпионата и обладатель Кубка России. Обладатель первого Суперкубка, как среди мужских, так и среди женских команд, определится в единственном матче, который пройдет 27 апреля в Казани. В борьбе за Суперкубок России сойдутся мужские клубы «Динамо Казань» и «Динамо Электросталь» и женские клубы «Казанская Динамо», «Гипрони Авиапром» и «Динамо ЦОП» из Москвы. Это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево синоптики обещают 2 градуса ниже нуля, переменную облачность и без осадков. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге около 0 градусов и малооблачная погода. Небо севера Татарстана также прояснится, осадки не ожидаются. А вот на северо-западе местами выпадет небольшой снег, тут около 1 градуса ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями, -1, местами небольшой снег. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, столбики термометров покажут 0 градусов, переменная облачность, местами снег. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность, дневные температуры 0-2. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.